жерде эч бир идеальный эчкимдер жок. Кээ жерде 200 адамдар турасыңар. Ошондуктан жакшынакай болгула. Эгер мен ген прокурор болгондо давно камалат болчу. Колуңду сындырып коем. Сооронбай Шариповдин кемчилигин көрө албай атам. Коньякты ичип коем. Кытайдан алып келген рюмкам бар 10 грамм. Райым миллион камалат. Чөгөлөп туруп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы. Сөзгө бар. Коррупциянын башында эң чоң чиновниктер өзүбүз отурабыз мына мисалы. Ахвалым жакшы. Нормально отурам. Мен көрсөткөн жол менен кеткенге макул болмойт. Мына мен Кудайды карап туруп айтайын. Эч кимиси менен сүйлөшкөнүм жок. Сүйлөшпөймүн дагы. Райым миллион. Өз ара түшүнүшүү болсо, анда ар дайым ийгиликке жетишсе болот. Приветствую, с вами канал iTight DC. Ранее мы анонсировали новый проект «Кто есть кто». Вместе с экспертами мы проанализируем личности политиков, дадим оценку их действиям и словам и разберемся, вправе ли они занимать свою политическую должность, достаточно ли они компетентны и можно ли им доверить страну. Путем общего голосования аудитория выбрала героем первого выпуска Садыра Джапарова, нынешнего президента Кыргызстана. Дождливым днем 15 января в швейцарский город Цюрих приземляется частный самолет. Прилетел он из Лондона и в тот же день улетит обратно. Вот так он выглядит изнутри. Большие кожаные кресла, блестящее дерево, есть даже место, где поспать. Не так, как мы привыкли в самолете. На таком посадочном месте шея не будет болеть. Раскладной диван в отдельном отсеке, где можно уединиться от всех. Одним словом, роскошь, да и только. Самолет фирмы Embraer многие включают в число самых роскошных самолетов такого класса. Во всех СМИ Кыргызстана одни и те же кадры. Президента Кыргызстана в аэропорту встречает министр спорта Катара. Оператор Садыра Джапарова старательно избегает показывать самолет, на котором он прилетел. Но в катарских СМИ такого запрета нет. Самолет с бортовым номером ELTRC также возит и президента Кыргызстана, как и неизвестного лондонского пассажира. Немного загодя до поездки в Катар, Садыр Джапаров на нем слетал в Астану. Этот же самолет возит и премьер-министра Акылбека Джапарова, о чем Темиров Лайв уже показывал в своих расследованиях. В целом, Садыр Джапаров использовал именно этот самолет дважды. Летал Садыр Джапаров и на других частных самолетах, как минимум 3 раза. Это полеты в Глазго, Нью-Йорк и Пекин. И он летает на VIP-самолетах скорее не из-за безопасности и не из-за того, что Ту-154 не пускают в какие-то страны. За свой срок президентства Садыр Джапаров несколько раз летал в Россию на президентском борте, но 27 декабря 2021 года в Санкт-Петербург полетел на VIP-модели Ту-204 от компании Red Wings с отдельной спальней, кабинетом и салоном для сопровождающих. На VIP-самолете он летает и в Астану, то есть в те страны и города, куда можно летать и президентским бортом. В свое время Сооронбай Жээнбеков и Роза Атумбаева летали обычными рейсовыми самолетами. Посмотрим также на президентов других стран. Президент Латвии Андрис Берзинш своего самолета не имеет. Он летает вместе с обычными пассажирами на коммерческих самолетах, в основном авиакомпании Air Baltic. А президент Финляндии Саули Нинистё в апреле 2018 года после завершения официального визита в Хорватию вернулся в Хельсинки эконом-классом на обычном пассажирском самолете рейсом норвежских авиалиний. Как видите, для них это нормально лететь в одном самолете со своими гражданами, что нельзя сказать о Садыре Джапарове. Вот что говорит пресс-секретарь по поводу этих поездок. Все сопутствующие расходы были покрыты за счет внебюджетных средств. Из республиканского бюджета ничего не тратилось. В продолжении темы о любви к роскоши. Официальное видео о покатушках президента на лыжах
Издание «Кактус Медиа» выяснило, что бело-черный лыжный костюм стоит 1000 евро. Сколько стоит и лыжный костюм супруги. Но это не самые дорогие вещи, которые носит президент. Спортивный костюм предположительно за 10 тысяч долларов, простая жилетка за 3000 долларов и целый набор курток от брендов Murer и Loro Piana стоимостью каждая минимум 1000 евро. Возникает вопрос, почему президент не поддерживает отечественное производство, предпочитая вместо этого куртку от Loro Piana за 13 тысяч долларов. Но венцом роскошной одежды стали туфли Садыра Джапарова, показанные им на саммите ЕАЭС. Красная подошва так и кричит: вот смотрите, какие дорогие у меня туфли. По декларации за 2021 год у Садыра Джапарова с его супругой доход в месяц составляет около 84 тысяч сомов. Каждая деталь одежды превышает его ежемесячный доход. Издание 24KG посчитало, стоимость одежды превышает его годовой доход семьи в 2,5 раза. Это стоимость тех вещей, которые журналисты смогли идентифицировать. Мисалы мына камчы досум бир куртка алып келип берди. Анын деле баасын сураган жокмун. Балким аны эртең кийип чыксам аны деле сындашы мүмкүн. Мекенчилдер Москвадан чогулуп, ушу Питерден, ушу Казаньдан ушинтип чогулуп туруп кийим алып берип жибериптир алар деле. Мына бизден ушу башың уттуктаганыбыз болсун деп эми ар түрлүү кийимдер келди достордон, туугандардан. Ушундай мына башыңызды уттуктаганыбыз деп. Ошол кийимдерди кийип жүрөм, мына ушул эле кийимдер. Но что говорит закон про полеты за счет внебюджетных средств и подарки в виде дорогой одежды от неизвестных друзей? Статья 15 Закона о государственной гражданской службе и муниципальной службе. Служащему запрещается получать в связи с выполнением должностных обязанностей не предусмотренные законодательством вознаграждения, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и подарки от физических и юридических лиц. То есть подарки в виде одежды и в виде оплаты дорогих полетов из так называемых внебюджетных средств запрещены законом. Существует, значит, физическая личность, социальная личность и духовная личность. О чем говорит Любовь Курускаши? Любовь Курускаши в данном случае, что касается конкретной персоны, для этого человека важна его физическая личность. И поэтому эта личность, по всей вероятности, вкладывает для того, чтобы произвести впечатление не в собственный интеллект, а именно собственную физическую личность и все, что можно подразумевать под физической личностью. То есть это его одежда, это его машины, это деньги и все, что связано с блеском золота. Почему он позволяет себе при плохой экономической ситуации открыто демонстрировать предметы роскоши? Для того, чтобы производить впечатление, для того, чтобы его уважали. Потому что, еще раз повторю, он застрял на физическую личность. Если возьмем общечеловеческие ценности, то, конечно, демонстрировать свое материальное преимущество, и не только материальное, даже умственное преимущество, а тем более материальное, никогда не этично. Нарядами, какие у него дорогие спортивные куртки. На какие деньги? Это он, значит, не на трудовые. Эми президенттеген элдин үнүн уккан, кыргыз элин көтөргөн, мисалы үчүнчү, азыр эми чындап продуктлар аябай кымбат болуп атат. Канчалык айыл көбөйгөнү менен.
Обратимся теперь к статистике. В прошлом году в Кыргызстане прожиточный минимум составил 7318 сомов на душу населения. Среднемесячная заработная плата составляет 22 тысячи сомов, а минимальный размер пенсии составляет 2448 сомов. Согласно статье 44 Основного закона, минимальный размер пенсии и социального пособия не может быть ниже установленного законом прожиточного минимума. Пенсия көбөйүп кошулду, бирок башка нерселер да кымбаттап атат. Жашоо кымбат эле. Билбейм, иштекенди деле билгендей болбодум, иштекенди болгондой болбоду го. Бардыгы эле баягы эле ордунда турат го. Өзгөрүү жок дейсиз. Өзгөрүү жок дейм да мен оюмдачы. Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке киреше элекмин. Киришкенден кийин камалат. Обратим теперь внимание на громкие высказывания Садыра Джапарова, которые впоследствии оказывались ложью. К примеру, Садыр Джапаров соврал о деле Шишова. Редакция «Факт-чек KG» доказала, что президент использовал ложь и манипуляции. Журналисты издания «Клоп» выявили ряд манипуляций и вранья в речах Садыра Джапарова. К примеру, что его поддерживает 80% населения, что в Кыргызстане нет давления на СМИ, что за 1,5 года в Кыргызстане за счет республиканского бюджета было построено 68 новых школ, что доход от борьбы с коррупцией составил 15 миллиардов сомов. Также манипуляцией являлось его высказывание, что информацию о покупателях 19 тонн кумторовского золота нельзя было раскрывать из соображений безопасности. Такой человек постоянно врет, потому что на самом деле у него нет стратегии. А раз нет стратегии, поэтому сегодня приходится говорить одно, а завтра на ту же тему приходится говорить другое, потому что он не владеет темой. Конечно, он часто будет врать. Ну, не знаю, там, из золотых приисков. Конечно, он будет говорить, что это секрет. Нельзя говорить, куда государство вывозит золото, чтобы случайно какие-то бандиты не украли. Господи, о чем мы говорим вообще, люди? 21 век, о чем мы говорим? Если ты управляешь государством, который и ты имеешь партнеров, и вы оба, и продающая сторона, и покупающая сторона не можете обеспечить безопасность этой продукции, и какие-то бандиты могут перехватить. Это знаете, что он говорит? Он говорит, что мы такие дураки, мы такие идиоты, мы такие немощные, мы вообще никто. Садыр Джапаров также заявлял о необходимости люстрации, что нужно дать дорогу молодым, дав им руководящие должности. Но что мы сейчас наблюдаем? Прежних политиков, которые не сумели показать результат за 30 лет независимости и засилие родственников и друзей на руководящих должностях. Про них Темиров Лайв выпустил несколько расследований. К примеру, про председателя счетной палаты Алмазбека Ахматова, который является сватом Садыра Джапарова. Также известно, что находившиеся на государственной службе Таштанбек Каймазаров, Айдар Адылбеков и Турузбек Тумунбаев также являются сватами Джапарова. Все это продолжается, несмотря на то, что президент неоднократно заявлял, что клановое правление недопустимо. Как Манас выбирал кадры? К примеру, он отправил Алмамбета в Китай, так как он знал, что нужен особенный человек, который имел все необходимые навыки и был опытным дипломатом, учитывающий культурные и политические тонкости. Таким кадром и был Алмамбет, который прибыл с Китая. Он знает китайский, он знает их нравы, он знает, что их волнует. Но Манас также понимает, что Алмамбет не справится в одиночку, и ему нужен рядом сильный напарник, ведь впереди предстоял долгий и опасный путь, полный неожиданных приключений. И в качестве напарника для Алмамбета он выбрал простого 21-летнего воина, который был
физически подготовлен и способен был справиться со всеми трудностями, что их ожидали на пути в Китай. И это показывает, что Манас тонко разбирался в кадровой политике и учитывал все факторы и руководствовался в первую очередь общими интересами, а не личными. Иначе он выбирал бы своих родственников, сватов и приближенных важных вопросов. Отличительной чертой Садыра Джапарова является его активность в соцсетях. Что бы ни происходило в стране, у него всегда найдется комментарий к тому или иному событию. Также Садыр Джапаров не оставляет без внимания критику в свою сторону и порой допускает переход на личности и угрозы в сторону своих критиков. Также он любит использовать планшет и даже критиковал руководителей министерств и ведомств за то, что они не переходят на цифровой документооборот. Көпчүлүк министрликтер, агенттиктер, баягы борбордук органдар бүгүнкү күнгө чейин ошо өтө албай атасыңар да электрондук өкмөткө. Кайрат тескерисинче күчөтүшүбүз керек. Отуруңуз. Он ненавидит критику, потому что он боится. Он трус. Он сломленный человек. Он боится, что его боссам это не понравится. Он, знаешь, как себя ведет? Он ведет себя как испуганный муж. Когда муж боится, чтобы жена не узнала о его похождениях, потому что все имущество записано на жену, и жена выгонит его на улицу. Вот так он себя ведет. Боится, вдруг его будут критиковать, а его боссы посчитают, что что-то ты не слишком много тебя критикуют, что ты не справляешься. Ты что-то не управляешь процессами, потому что тебя очень критикуют и тобой очень недовольны. Ты что-то никак не можешь организовать, сделать так, чтобы сбалансировать довольных и недовольных. Что-то недовольных больше. А это вызывает нестабильность, а нестабильность вредит бизнесу. С тех пор, как Садыр Джапаров стал президентом, прошло 2 года. За это время Кумтор был возвращен к Кыргызстану. Также была проведена кустуризация с задержанием политиков и бизнесменов с последующим возмещением ими ущерба государству. Но помимо этого были посажены активисты, политики и блогеры, выступающие против передачи Гемпирабаду Узбекистану. Манаста башкасын айтпаганда да жанында жүргөн 40 чороосу. Во время Манаса среди его 40 чоро были те, кто выступали против Манаса. Это были Кыргылчал и Чубак. Они критиковали его и прямо указывали на ошибки и неверные решения. Одним словом, если говорить современным языком, они выступали в качестве оппозиции. Но Манас не воспринимал их критику как за личное нападение. Он был объективен и учитывал их критику, принимая важные решения. Манас был великодушен к ним даже тогда, когда они допускали неверные и резкие суждения в его сторону. Он не преследовал их, пытаясь наказать. Не пытался лишить их свободы, заставляя замолчать. Одним словом, не сажал их в тюрьму, пытаясь их лишить права голоса. Манас по-настоящему был гарантом свободы слова и следовал в своих решениях интересам народа. Он должен быть хорошим лидером и уметь вести за собой народ, хорошими социалистическими навыками, чтобы уметь хорошо общаться, так скажем, с другими странами. Ну и, наверное, он должен быть образованным. А как вы считаете, нынешний президент, он вообще соответствует этим качествам? Мне кажется, нет, потому что он растрачивает деньги народа на лично свою жизнь. Таков портрет Садыра Джапарова. Как вы считаете, каким должен быть президент? На что бы вы потратили те деньги, которые тратит Садыр Джапаров на перелеты и одежду? И как вы относитесь к критике? Вы сами врете или нет?
Ответы оставляйте в комментариях и голосуйте за следующего героя, чьи действия и слова мы также разберем вместе с экспертами. Подписывайтесь на наш канал и поддержите нас на Патреоне, если хотите продолжения этого проекта.